أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Воистину, Всевышний избрал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, сделав его последним из пророков и посланников и отправив ко всему человечеству. Перед тем, как покинуть этот мир, он сообщил, что алимы являются наследниками пророков, и что пророки не оставили в наследство ни динаров, ни дирхамов, но только науки, хранимые в сердцах. Все утверждают, что они достигли ночи, только ночь не признают, что они достигли ее. Имеется в виду, что не всякий, называющий себя алимом, или обладающий красноречием, или отучившийся на шариатском или другом факультете какого-нибудь университета в арабских странах является алимом, получившим наследство пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Потому что настоящее наследство пророка, алейхиссалату вассалам, то есть ильм валь амаль, знание, исследование этим знанием, имеет три основы. Первое. Это безупречная цепочка преемственности в обучении. Воистину, смотрите внимательно, у кого вы берете свою религию. Цепочка преемственности для религии — это голова для тела. Имеющий знания считается наследником пророка, саллаллаху алейхи вассалам, если он обладает иснадом, то есть соответствует трем условиям. Первое из которых, чтобы эти знания, которые он получил от живого шейха, дошли до него по цепочке обучившихся непосредственно друг у друга шейхов, от его учителя до самого пророка, алейхиссалату вассалам. Вторая основа. По такой же цепочке он должен получить разъяснение и толкование и достичь понимания в этой науке. Для разъяснения того или иного хадиса недостаточно прочитать его в сборнике Муслима или Бухари. Необходимо изучить науки толкования хадисов и науки извлечения решений из них. Каждое решение, извлеченное из хадиса, должно иметь цепочку преемственности. Нельзя, например, говорить, что у тебя есть довод из сборника имама Аль-Бухари, когда твое понимание этого хадиса отличается от толкования всех его передатчиков, начиная от имама Аль-Бухари. Этот довод дошел до тебя через них, ты понял его не так, как они, и теперь пытаешься использовать его, чтобы опровергнуть их понимание. Такое невозможно. Значит, необходимо, чтобы была цепочка, по которой ты обучился наукам, и цепочка, по которой ты получил понимание. Третья основа тоже является очень важной. В Дагестане она имеет большое значение. Благодаря ей в прежние годы у вас сохранился и получил распространение ислам. Эта цепочка в непосредственном воспитании — безупречная цепочка воспитателей на пути познания Аллаха. Таким образом, есть три основы преемственности. Первое — преемственность в обучении. Второе — преемственность в понимании. Третье — преемственность в непосредственном воспитании. Если человек не отвечает этим трем условиям, то нельзя полагаться на него, называя его алимом. Даже если он 100 лет читает проповеди или имеет 100 дипломов, или разговаривает на 100 языках. Что касается проповедников, которые пытаются представить вам ислам не таким, как вы его получили от предков, о чем ты упомянул в вопросе, то я напоминаю вам: о жители Дагестана, вы не из тех, кто пришел в ислам сегодня. Ислам дошел до вас еще при праведных халифах, и у вас есть большие алимы. Мы, арабы, получили много пользы от ваших имамов и праведных алимов. Пророк, алейхиссалату вассалам, предостерегал нас с вами от людей, которые появятся позже. Он говорил: придут к вам и будут рассказывать вам то, что ни вы, ни ваши родители никогда не слышали. Берегитесь их, чтобы они не ввели вас в заблуждение, и пусть они сами остерегаются того, что говорят. Поэтому необходимо быть бдительными и не прислушиваться к тем, кто мешает вам и вносит смуту в религию. У вас ашаритская акида — это акида ахлю сунны валь джамаа, который имеет безупречную цепочку преемственности. Почему назвали акиду ашаритской? Потому что Абуль-Хасан Ашари защитил и отстоял нашу акиду. Акида ахлю сунна валь джамаа, ашаритская и матуридитская, названа именами тех, кто защитил ее от искажений и изменений. Абуль-Хасан аль-Ашари и Мансура аль-Матуриди, рахимахуллах. Первое, на что следует обратить внимание, чтобы определить истинность алима, он в первую очередь должен быть ашаритом или матуридитом. Во-вторых, он должен следовать одному из 4 достоверных признанных мазхабов последователей ахлю сунна валь джамаа. У вас в Дагестане в основном следует имаму аш-Шафии, рахимахуллах. Нет никаких оснований для того, чтобы пытаться изменить ваше вероубеждение или мазхаб. Берегитесь тех, кто станет вам говорить о необходимости ревизии мазхабов, даже если они будут ссылаться на аяты и хадисы, потому что их толкования и доводы отличаются от доводов, на которых основывались праведники первых 3 столетий. Ханафиты, маликиты, шафииты, ханбалиты — все это достоверные и правильные
остальные мазхабы. Все они на правильном пути и можно следовать им. Но этика отношения друг к другу и вынесение решений требует следования тому мазхабу, который распространен в местности, где вы находитесь. Имам Аш-Шафии, рахимауллах, приехав в Багдад, посетил могилу имама Абу Ханифы. В знак почтения к имаму Аш-Шафии во время утреннего намаза его попросили пройти вперед и возглавить коллективный намаз в мечети Абу Ханифы возле его могилы. Он прошел вперед и удивил тех, кто совершал за ним намаз, потому что басмалу он прочитал про себя и не стал читать кунут. После намаза его спросили: «О Мухаммад бин Идрис Аш-Шафии, почему ты пропустил Махдина? Ты вернулся к мазхабу имама Абу Ханифы?» Он ответил: «Нет, у меня есть доводы, а кунут я не прочитал, проявляя почтение и соблюдая этику по отношению к тому, кто похоронен здесь. Вот это и есть наука. Она основывается на взаимоуважении, этике и благонравии, а не выливается в демонстрацию своего превосходства и обвинение оппонентов в неверии или ширке. Не следует опускаться до такого недостойного поведения. Для того, чтобы вы следовали за фетвами алима, он должен придерживаться ашаритского убеждения и шафитского мазхаба и быть последователем одного из путей духовного воспитания. У вас в Дагестане распространены накшбандийский, шазалийский или хадирийский пути. Если вы увидите, что человек, утверждающий, что он последователь одного из путей суфизма или духовного воспитания, совершает грехи или недозволенные поступки, то отнеситесь к нему так же, как к мусульманину, употребляющему спиртное. Что мы порицаем в этом случае, ислам или употребление спиртного? Конечно, употребление спиртного, ведь оно запретное в исламе. Повторим еще раз 3 вышеназванных условия, которые должен придерживаться алим. Первое – акида имама Аль-Ашари или Матруди. Второе – один из 4 достоверных мазхабов. И последнее – один из достоверных путей духовного воспитания. Кто не отвечает этим 3 условиям или хотя бы 2 из них, тот не имеет права говорить вам о религии, а если и станет, вы не должны прислушиваться к нему. Напоследок не могу не сказать следующее. Я Ахлю Дагестан, разве не об этом говорят нам наши алимы? Я Ахлю Дагестан, разве вы не видите представителей Ахлюль Байт у нас здесь? О жители Дагестана, разве разумно искать воду где-то, чтобы утолить жажду, когда у нас перед глазами находится чистый источник? Да предпишет Аллах лучшее. Вассаламу алейкум.